Всем привет! Сегодня у нас глубокий разбор материала от нашего слушателя. Это статья Элери Битикчи «Спас ли Ленин кыргызов после 19 года?». Разберемся с этим, скажем так, укоренившимся советским мифом, опираясь на текст статьи. Здравствуйте. Да, тема действительно острая. Статья ставит под сомнение один из таких, знаете, мощных исторических нарративов. Посмотрим на аргументы автора, на факты, которые он приводит, только по тексту. Отлично. Начнем тогда. Автор Элери Битикчи пишет, что миф о Ленине-спасителе, он, очень живучий. Даже приводит пример заявления коммунистов Кыргызстана, это 2014 год, где прямо так и говорится. Октябрьская революция спасла кыргызов от геноцида, вернула беженцев из Китая. Угу. Откуда вообще такое представление взялось? Как оно укрепилось? В статье как раз объясняется, что советская идеология, она ведь очень целенаправленно создавала такие почти сакральные образы вождей. Вспоминаются эти буквари с портретом Ленина, рассказы о его детстве, доброте. Даже, представляете, чукотская сказка есть, где Ленин такой мудрый советчик. Адаптация под местный фольклор, значит? Да-да, и, конечно, местные творцы тоже внесли вклад. Кыргызские акыны, например, тот же Токтогул Сатылганов. У него есть поэмы, прославляющие и Ленина, и новую власть. Это известное «Какая женщина родила такого сына, как Ленин». Это все работало на создании мифа. Понятно. Идеологическая машина, значит, работала на полную катушку. Но тут-то статья и переходит к самому главному, самому острому вопросу. А была ли помощь? Реальная? Автор прямо спрашивает, мог ли Ленин, в том хаосе конца 17-го, начала 18-го года, когда там удержание власти, Брестский мир на носу, Красную армию создавать надо, мог ли он вообще физически заниматься спасением, возвращением кыргызов? Есть какие-то воспоминания очевидцев, документы, что пришла помощь от Ленина? Согласно статье, таких прямых свидетельств их просто нет. Битикчи подчеркивает, даже, казалось бы, видные деятели того времени, кыргызы, которые писали о 16-м годе, Джусуп Абдрахманов, Турар Рыскулов, они не упоминают о какой-то конкретной помощи Ленина именно беженцам. То есть вообще не упоминают? Говорят, об общих перспективах, которые революция открыла, но не о прямой помощи. Да, в статье упоминается, что в Туркестанскую АССР, это же была автономия в составе РСФСР, отправляли деньги, хлеб в 18 году, но автор очень скептичен на этот счет. Дошло ли это до кыргызских беженцев? Особенно учитывая, что регион-то был отрезан фронтами гражданской войны. Это большой вопрос. И что же тогда происходило на самом деле? В Туркестане, в Семиречье, это ж юго-восток Казахстана, север Кыргызстана нынешнее, какую картину рисует статья? Ведь кыргызы же возвращаться начали еще после февраля 17-го. Да, начали возвращаться раньше, и Временное правительство, кстати, формально осудило события 16 года. Но после октября, как пишет автор, ссылаясь на других исследователей, как Сафаров, тот же Рыскулов, ситуация для коренного населения часто не то что не улучшалась, а становилась даже хуже. Они называют это колониальной революцией. Колониальной революцией. Это как? То есть власть на местах в советах, она часто оставалась у кого? У европейского меньшинства, у переселенцев. И они, пользуясь моментом, продолжали, по сути, ту же политику. Реквизиции продовольствия, захваты земель, особенно в Семиречье это было остро. То есть под революционными лозунгами просто продолжался отъем земель у кочевников? Статья утверждает, что именно так и было зачастую. Плюс прямое насилие. Подавление коканской автономии, это же была попытка создать свое государство в регионе, оно было очень жестоким. Автор приводит слова меньшевика Вайнштейна, что там вместо классовой борьбы полыхнула национальная рознь. И в эту реальность возвращались беженцы, положение было тяжелейшее. Выходит, по данным статьи, картина совсем не радужная. Никакого спасения, а наоборот продолжается притеснение, грабежи, насилие. Коррупция, произвол. И то, что Абдрахманов позже назовет великорусским шовинизмом, по сути, это и было продолжением старой колониальной политики, только под новыми красными флагами. Так, а центральная власть? Москва когда-нибудь вмешалась? Вмешалась, но позже, примерно к 1920-21 году.
Тогда прислали турккомиссию. Это специальный орган из центра. Задачи были, навести порядок, централизовать управление, провести земельно-водную реформу, как раз в Семиречье, чтобы вернуть часть захваченных земель коренному населению. И как это прошло? А это вызвало бешеное сопротивление со стороны вот этих местных европейских поселенцев. Были мятежи, вроде Беловодского. Но сама эта реформа, как подчеркивает автор, это была уже часть борьбы Москвы за реальный контроль над регионом. Это не был акт спасения со стороны Ленина вот там в 17-18 годах. Это было значительно позже. Значит, подводя итог нашему разбору статьи, вот это представление о Ленине, который лично спас кыргызов, это, получается, такой идеологический конструкт. Красивая сказка, как пишет автор, в духе доброго царя. Да, статья подводит именно к такому выводу, что миф о спасении – это часть советской мифологии. Он скрывал очень сложную, трагическую реальность первых лет после революции. Реальность, в которой вернувшиеся беженцы продолжали страдать, как минимум, до 21 года. Так что ключевой вывод статьи – миф служил идеологии, но с исторической правдой того периода он расходился, сильно расходился. И вот тогда финальный вопрос для наших слушателей, который вытекает из этого материала. Насколько сильно вот такие укоренившиеся мифы, пусть даже, может быть, созданные из благих побуждений, насколько они влияют на наше восприятие истории, мешают ли они нам видеть всю сложность, всю неоднозначность прошлого, даже вот спустя столетия? Есть над чем подумать.